Горячий асфальт в первые весенние дни после заморозков ложится на гравий, словно и сам ждал своего часа. Правда, трудяги в этом романтики никакой не видят. Все работы согласно проектно-сметной документации. Отремонтировать нужно более 2 километров участка по улице Центральная. Уширяется дорога, разрабатывается грунт, проводится укрепление дорожной одежды и устройство 2 слоев асфальтобетонного покрытия. Существующие мы отфрезеровали, а здесь укрепили. На той стороне, за поликлиникой, дорога продолжается. Та же самая картина примерно. Здесь каждая сторона по 2 полосы. Капитальный ремонт включает в себя не только обновление дорожного полотна, это еще и новый тротуар по обе стороны, устройство бордюра, освещение пешеходных переходов и дорожных знаков. Именуемый в народе микрорайон за каналом разрастается, соответственно, строительство и новых соцучреждений. Необходимо привести инфраструктуру в нормативное состояние. Здесь двухстороннее движение. Эта дорога подпадает под первую категорию. Ну, во-первых, поликлиника, во-вторых, здесь 2 школы, садик, да, и вообще этот микрорайон, скажем так, ежедневно расширяется, здесь увеличивается население, поэтому на 2023 год было предусмотрено проведение капремонта. Стесненные в условиях автолюбители терпеливо делят между собой одну полосу, пока кое-где только начато фрезерование старого полотна. А вообще над обновлением дорожного хозяйства в Назрани трудятся одновременно на 2 участках. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» капитальный ремонт ведется и по улице Сулейменова. Дорожники планируют обновить участок протяженностью 800 метров. Это и замена бордюра, и фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, замена светильников, очистка и покраска опор освещения, устройство дорожной разметки, в заключении 2 слоя нового асфальта. Ну а пока на месте выполняются предремонтные работы. И вот что важно, перед укладкой нового асфальта заблаговременно заменили ветхий водопровод на новый. Жители частных домовладений приводят в порядок канализацию со врезкой в городскую сеть. Так что та тенденция, установившаяся в республике, когда сначала строили, потом ломали, здесь потерпела крах. Теперь все как у людей, радуются местные жители. حدسون خزاشته باری بول بیبیش خم تهیانیری اور ناها یپارو تو یوچان تو یقیر قاس دادر یکن زاسی یاتر لرت یخی داسر نو هنس açılay açılışlar dik bolgu başta dana hadi ne kısın tehtabi bolgu yoxi ne tabir ço tehdandır tabi bir lu xayır yeri bir haber bir diyor masto ham işdendir uzram. И действительно, как соглашаются в Минавтодоре, элементарной логики в этих действиях разглядеть было трудно. Ведомства надеются и дальше поддерживать такой порядок. Действительно вопрос правильный и такой актуальный вопрос. К сожалению, такая практика существует. Ну вот, я думаю, вы заметили, мы и через средства массовой информации, да и при подведении итогов Министерства работы за 2022 год на подведении итогов заместителем председателя правительства Фаттаховым Тимуром Наилевичем этот вопрос остро ставился. Да и министерством проведена соответствующая работа с главами администрации, главами районов, населенных пунктов. Поэтому я думаю, вот этот пример по улице Сулейменова будет, как говорится, первая ласточка. Помимо улиц Центральная и Сулейменова, приятные изменения в дорожном хозяйстве увидят жители еще 2 улиц Назрани до конца текущего года. Я думаю, если форс-мажорной ситуации не будет, вот те дороги, я бы хотел бы подчеркнуть, это Центральная, где мы сейчас находимся, Сулейменова, Картоева у нас и Восточная, Гамурзиева с выходом на федеральную дорогу. Я думаю, если форс-мажорной ситуации не будет, мы планируем где-то к середине лета, где-то июнь месяц закончить эти 4 объекта. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году планируют провести дорожные работы на участках общей протяженностью 22 километра. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.